Уже 2 месяца на входе в Республиканскую детскую больницу висит объявление о карантине и просьба обращаться в поликлинику при симптомах вирусных сезонных заболеваний. Как говорят в Минздраве, ничего нового в этой маршрутизации нет. Наоборот, ровно так всегда и должна была работать система. Однако за годы практики родители привыкли, что в любое время можно получить амбулаторную консультацию в приемном отделении детской больницы, рассказывает главврач Инесса Камлия. Ну вот с начала года мы начали организовывать структуру стационара. Амбулаторные больные, они должны обращаться по месту жительства к участковым своим врачам. Это касается то, что города. И районные, у них там тоже есть районные ЦРБ, поликлиники, где они стоят на учете, они должны обращаться там. Если нету экстренной, срочной какой-то ситуации, это, допустим, там судороги, когда привозят нам скорая и срочно нужно помощь оказать. В этом случае, естественно, не обсуждается. Или ночное вечернее время, когда вот нужно ребенку тоже скоропомощную помощь оказать, а участкового уже нету. Тогда, естественно, скорая тоже может привести к нам. А к нам в стационар они вообще должны попадать плановые, да, допустим, такие относительно больные на обследование и лечение по направлению уже от участкового врача. Нагрузка на детскую поликлинику в связи с приведением маршрутизации в норму увеличилась, однако там справлялись с наплывом пациентов даже в самые пиковые дни эпидемиологической обстановки. Все больные дети, особенно городские, потому что, как известно, мы городская структура, хотя мы не отказываем и районным детям, которые приходят к нам. Больные дети заходят в больницу заходят в нашу поликлинику через вход для больного ребенка. И тут же попадают в 15-й кабинет. 15-й кабинет – это кабинет больного ребенка. Там сейчас мною постоянно назначен педиатр, опытный педиатр из России. Она с 9 утра до 4 вечера принимает больных детей. Всех, кто туда обращается. В рамках, этого кабинета проводится по решению доктора обследование. Это тесты. Как известно, сейчас некоторый подъем острых респираторных заболеваний, поэтому проводят обследование на грипп, на другие вирусы, на коклюш, если это необходимо, на ковид. Тоже есть экспресс-тесты. Кроме того, мы можем взять мазки из носоглотки и отправить их в республиканскую СЭС, где в течение дня, суток мы получим результаты этих обследований. И даже когда решение о госпитализации уже принято, то со всеми вирусными и инфекционными заболеваниями дети направляются в инфекционную больницу. Детская больница принимает пациентов с соматическими заболеваниями или необходимостью хирургических вмешательств. ОРВ, ОРЗ, грипп, лихорадки неясного генеза, энтеровирусные инфекции, любые вирусные инфекции, кишечные инфекции, они должны консультированы быть инфекционистом. Если к вопросу, какие наши больные, тоже озвучивала неоднократно, это инфекции мочевых путей, гастроэнтерологические проблемы, невирусные пневмонии, бронхиты, ларингиты, они тоже это то, что касается педиатрического отделения. Хирургическое отделение, учитывая, что по стране детских хирургов тоже не так много, педиатров тоже немного, но детских хирургов еще меньше, то амбулаторно в поликлиниках нет детских хирургов, они тоже амбулаторно должны обращаться туда, но ввиду отсутствия специалиста, это, допустим, ПХО любое, укушенные раны и переломы амбулаторные, они обращаются, естественно, к нам. Их мы ведем. Многих родителей волнует вопрос, куда обращаться после 17 часов дня, когда поликлиника уже не работает. Тут ответ простой. Или вызывать скорую помощь, обычную, взрослую, и фельдшер уже определит, куда везти ребенка. Или самостоятельно ехать в инфекционную больницу, если речь идет о лихорадке и симптомах ОРВИ. Если вдруг ребенок находится дома, у него поднимается очень высокая температура, появляются жизнеугрожающие ситуации, какие могут быть,
родитель должен знать, кстати, об этих красных флагах, так называемых, то он, как утверждено порядком оказания помощи, он должен звонить в скорую помощь, и бригада должна выехать на дом. И там уже эта бригада определит. После соответствующих мероприятий она оставляет ребенка дома, либо она же, бригада на машине скорой помощи отводит этого ребенка в стационар. Также есть возможность вызвать врача из детской поликлиники на дом. Для этого можно позвонить в регистратуру по номеру 226 42 15. Элеонора Гилаян, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.